Сегодня в очередную боевую командировку в Северо-Кавказский регион вылетели 20 бойцов ОМОН. Отряд относится к новому управлению Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Со взлетной полосы репортаж Виталия Абрамова. Начиная с 1995 года, это уже 31-я командировка якутских бойцов ОМОНа в Северо-Кавказский регион. В этот раз они вылетают в Ханкалу, Чеченской республики. С собой они берут все, начиная с боеприпасов и заканчивая спортинвентарем. Также палатка, печи, будем нести службу выездными мероприятиями. До 3 недель, до месяца могут продолжаться такие. Поэтому встаешься в поле, разбиваешь палатку. Сейчас уже зимний период, соответственно, печи, спальные принадлежности, все везем с собой. Отряд сформирован как из опытных бойцов, так и вновь принятых на службу. Впереди у них 3 месяца, и старшие братья обещают присматривать за новичками. У Алексея это уже 3-я командировка на Кавказ, и за это время ему не раз приходилось сталкиваться с боевиками. Действовали в составе ВГО-ИП и ГУВС, блокировали и задержали там 4, сейчас не помню точно. Вот такие моменты бывают. Также отметим, что это 1-я командировка якутских ОМОНовцев в статусе сотрудников войск Национальной гвардии России. Кроме них в составе Нацгвардии вошли бойцы СОБРа, вневедомственной охраны, а также подразделения лицензионно-разрешительной работы. В преддверии, соответственно, командировки были проведены определенная подготовка личного состава. И в скором времени у нас уже планируется очередной выезд подразделений специального назначения для также выполнения задач на территории Северо-Кавказского региона по борьбе с терроризмом. По сложившейся традиции отряд благословил священнослужитель. И, наверное, один из самых трогательных моментов – это прощание с семьей и близкими. Бойцов ждет долгая дорога и нелегкая служба вдали от родины. А их близких не менее трудные дни ожидания. Виталий Абрамов, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.